Доброе утро, Якутия. Не терпелось сказать после такого продолжительного отпуска, поздороваться первой с нашими телезрителями. Ну, тогда не имею права тебя останавливать, продолжай здороваться. Действительно, на календаре уже 22 августа, последняя полная неделя августа, последняя полная неделя лета. Да, уже лето заканчивается. Последний раз с тобой вели в начале лета, а теперь встретились в конце лета. Да, ну и эту неделю вместе с вами каждое утро будем встречать мы, Катя Винокурова, которая после отпуска из Катерины превратилась в Катю, и я вот с ней ходил по-прежнему, Павел, Таня. Доброе утро вам всем, от телеканала Якутия-24, НВК Саха, «Утро Якутии». Мы вместе с вами. Сегодня в нашем эфире в ближайший час, а если быть точным, 53 минут 47 секунд. минут. Мы с вами будем говорить о такой интересной игре под названием Go. Ее чемпионат стартует сегодня в столице нашего региона. Расскажем более подробно об этой игре и о предстоящих соревнованиях с нашими гостями. Да, традиционно вас ждут, конечно же, и наши постоянные рубрики. Это даты и события, гороскоп, сад и огород. А в рубрике «Советы юриста» сегодня будем говорить о детских выплатах для малоимущих семей. Также, если вы еще не определились, какую школьную форму выбрать для своего ребенка, мы подготовили для вас очень полезные советы от стилиста по подбору школьной одежды для детей. Узнаем также, какие фрукты и овощи вошли в список рекордов Гиннесса. Расскажем про правила сбора дикоросов. Ну, во второй части нашего выпуска гостем станет руководитель медиашколы АЯР Антон Васильев, который нам расскажет о старте проекта, который буквально сегодня стартует, так же, как и чемпионат по игре Go. Что это за школа, какие проекты мы должны ожидать? Вот это мы узнаем из беседы. Ну и, как всегда, наш эфир обещает быть очень насыщенным. Будьте с нами. Не забывайте про наш номер, на который вы можете направлять свои сообщения. Мы по возможности все постараемся зачитать. Да, номер видите на экране: 8 914 273 4488. Также не забывайте про Telegram, куда можно подписаться на наш канал, следить за новостями. Чтобы туда попасть, достаточно QR-код вот на экране, вы видите, его отсканировать своим смартфоном и прям туда попадете, нажмете кнопку «Подписаться». Тоже постоянно какие-то интересные новости мы там публикуем, ну и комментировать вы их тоже можете, свое мнение выражать, и это всегда прекрасно. Ну а начинаем мы с самой такой важной информации нашего эфира, самой первой важной информации с погоды. Итак, сегодня в центральных районах температура воздуха в 6 часов утра составила 9 градусов тепла. В Заречной группе плюс 8, 12 градусов, в Южной 5 и 7, в Вилюйской группе от 7 до 10 градусов тепла, в Нижнеленских 5 и 9, в Западных до 9 градусов, в Колымо-Эдигейской группе плюс 10, плюс 17, в Янских плюс 4-10, на северо-западе от 2 до 8 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 10 градусов тепла, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер до 3 метров в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков ожидается ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Порывы до 9-14 градусов метров в секунду, а температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла. Ну, неплохие такие порывы. Если вдруг начнутся, держитесь подальше от профлиста, хотелось бы вам сказать. Но мы ознакомились с прогнозом каким-то вот примерным, да, погоды, какой нас сегодня ожидает. Ну, с какого еще прогноза можно начать утро понедельника? Конечно же, с прогнозов астрологов, потому что иногда с утра просыпаешься, не знаешь, что делать, как жить сегодняшний день. Как жить дальше? Как жить дальше. И тут на помощь, конечно же, приходят эти вот советы астрологические. Хоть ты в них иногда и не веришь, все равно нет чему-то прислушиваешься. Да, прислушиваешься, соглашусь. Давайте прослушаем. Овны. Прогулка перед сном подарит свежей голове овнов новую гениальную идею. Сегодняшняя несерьезность по отношению к делам не сойдет легко с рук овнам. Сегодня овнам лучше не тратить деньги на лотерейный билет.
Тельцы. Сегодня к тельцам будут прислушиваться все, и домашние, и коллеги, и друзья. Сегодня отношение тельцов к просьбам близких людей может породить серьезный разговор. Из всех предложенных вам сегодня дорог не выбирайте тропу войны. Близнецы. Смех продлевает жизнь, а также поможет близнецам пережить события сегодняшнего дня. Какую бы героическую настойчивость вы сегодня не проявляли, но двери, в которые вы тарабаните, не только глухие, но и, скорее всего, уже прочно закрыты. Сегодняшняя бурная фантазия близнецов может перекрутить чьи-то слова и раздуть в смухе слона, чем навредит только себе. Раки. Сегодня у раков будет прекрасная интуиция, которая поможет им принимать правильные решения. Сделанные сегодня добрые дела подарят ракам внутреннюю гармонию. Не бойтесь сегодня поиграть с неприятелями. Удача на вашей стороне. Львы. Львы, продолжайте делать добро, и когда-нибудь вы определенно спасете этот мир. Сегодня не обязательно хотеть большего львам. Попробуйте получить удовольствие от того, что есть. Сегодня львам не стоит доказывать свою точку зрения старшим людям. Девы. Сегодня на вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой. Не торопитесь судить окружающих, хотя именно сегодня у вас будет такое желание. Сегодня у дев все будет валиться с рук. Весы. Не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно, надумав сегодня раздавать полезные советы направо и налево. Подумайте, так ли вам нужно влиять на чью-то судьбу. Сегодня весы будут чувствовать себя кораблем, которым не могут самостоятельно управлять. Скорпионы. Скорпионы, вы все делаете правильно, поэтому не сворачивайте с намеченного пути, разве что можете сделать короткий привал вечером на диване перед телевизором. Скорпионам не стоит заставлять себя улыбаться, если не хочется, но нужно оставаться корректным. Не позволяйте всяким мелочам испортить свое настроение. Стрельцы. Попробуйте освоить новый навык, он вам поддастся очень легко. Не стоит грустить стрельцам, даже если что-то их не устраивает сегодня. Этот день быстро пройдет. Сегодня у стрельцов никак не получается сконцентрироваться на чем-либо, что может потянуть за собой много ошибок. Козероги. Возможно, сегодня козерогам сделают предложение руки и сердца. Сегодня только хорошая музыка сможет вдохновить козерогов. Сегодня честные козероги с легкостью смогут прибегнуть к обману, чего потом сами же и испугаются. Водолеи. Если хотите иметь хорошую физическую форму, начните заниматься ею прямо сегодня. Древняя мудрость, которая гласит, что молчание – это золото, будет уместно по отношению к водолеям, причем во всех сферах жизни. Никакие приятные мелочи не смогут поднять водолеям настроение, поэтому если есть возможность, ложитесь спать. Рыбы. Если вас давно тянуло сходить в церковь, сегодняшний день идеально подойдет для разговора с Богом. Рыбы, не пытайтесь загребать жар чужими руками. Сегодня рыбам покажется, что их загнали в угол. Сегодня в городе Якутске стартуют соревнования на Кубок главы Якутии. Это этап Кубка России и первенство Дальневосточного федерального округа по игре ГО. Напомним, что игра ГО зародилась в Древнем Китае и сегодня является одним из наиболее распространенной настольной игрой вообще на Земле. Более подробно об этой игре и соревновательной программе первенства мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Максим Подоляк, вице-президент Российской Федерации ГО. Максим, доброе утро. Доброе утро. Максим, расскажите, чем отличается эта игра от других настольных игр? И вообще, что есть ГО? Вот мы видим перед собой доску. Как вы совершенно верно заметили, игру ГО изобрели в Древнем Китае. Это произошло, наверное, около 3000 лет назад. Это то, про что можно говорить с полной уверенностью. Есть легенды, которые возводят это глубоко до письменной эпохи и уводят ее историю в седую древность. Доказать это невозможно, но то, что может доказать наука, исчисляется 2-3 тысячами лет. 3, скорее. Да. 2000 это было совсем недавно уже. Тогда вовсю играли. Что делает эту игру, по всей видимости, одной из древнейших интеллектуальных игр? Наверняка были какие-то еще. Но с точки зрения вот такой строго выстроенной системы правил и структуры игры, это, наверное, самая древняя игра. В принципе, это шашечная игра, то есть нет фигур, имеющих разные значения, точно так же, как в обычных шашках, в которых мы играем.
все фишки имеют одинаковое значение, а суть игры складывается из их взаиморасположения на доске. Отличает эту игру от привычных нам игр то, что обычно мы ставим фигуры или фишки на клетки, а здесь фигуры, которые называются камнями, выставляются На пересечении. на пересечении. Игровыми пунктами является пересечение линий. Игра эта на самом деле очень простая. Все игровые пункты, в данном случае это основная доска, здесь 19 вертикальных, 19 горизонтальных линий, суммарно здесь 361 игровой пункт. И игроки, выставляя по очереди камни, как вы видите, я выставляю их в свободные места, за один ход один камень. Игроки преследуют цель с помощью своих камней построить заборы и отгородить часть территории общей на этой доске и превратить отгороженное в свое. Все, что отгорожено камнями вашего цвета, это ваша территория. И соревнуются они в том, чтобы их территории к концу игры были больше. Игра заканчивается в тот момент, когда нечего больше делить. Давайте посмотрим, как они это делают. Я сейчас воспроизвожу партию, реально сыгранную некоторое количество времени назад. И здесь мы сейчас видим Вот я смотрю, сейчас черные имеют неплохой шанс совершенно верно. отгородиться. В этот момент мы видим, как белые размазываются по сторонам, а черные здесь получают что-то очень большое. Да? В этот момент белые переключились сюда, черные вот так. Да, и как мы уже сказали, они вот не внутри квадратиков, да, а Да, они находятся на пересечениях, пересечении. а территориями будет те свободные пункты, которые они отгородят внутри своего забора. И сейчас очень хорошо видно и вам, и нашим зрителям, что черные очень много усилий вложили вот в эту часть доски и хотят вот это все забрать себе. А у белых немножко здесь, что-то такое там, и пока не очень понятно. Наиболее очевидная территория, наверное, будет где-то тут. Вот. Но если заниматься детальным анализом, то можно на самом деле понять, что черные не очень далеко ушли от белых, а на самом деле никуда не ушли. Максим, вынуждены вас немножко прервать. Сейчас у нас будет небольшая короткая пауза, после которой мы вернемся и продолжим вообще познавать азы игры Го. Да, и узнаем, где можно научиться этой игре. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Глава Якутии Айсан Николаев принял участие в работе пленарного заседания Первого международного антифашистского конгресса, который состоялся в рамках форума «Армия-2022». Сотни экспертов из разных стран объединили усилия, чтобы бороться с идеологией нацизма и ненацизма в любых формах его проявления в современном мире. Айсан Николаев во время своего выступления отметил, что сейчас как никогда важно воспитывать патриотизм, прививать ценности добра, уважения и справедливости в детях. И для противостояния информационной войне, которая ведется против России, прежде всего необходимо защитить подрастающее поколение. Есть задачи, которые мы тоже должны понимать, которые не менее, наверное, сложны, чем задачи специальной военной операции. Одна из таких задач – это не дать завладеть врагу умами людей, в первую очередь нашей молодежи и детей. Против нас идет самая жестокая, беспринципная война, идет в информационном поле. В том числе и фейки, и всякая пропаганда различная. И порой даже взрослому опытному человеку бывает трудно отличить правду от лжи, уж не говоря о неокрепших умах наших детей. И, конечно же, здесь мы должны очень четко развивать и наши государственные, негосударственные СМИ, новейшие социальные сети. Мы должны обеспечивать высокую нравственную этику информационного поля.
Также в ходе рабочего визита в Москву Айсан Николаев возложил цветы к памятнику матерям победителей. Монументальная 9-метровая композиция находится в храмовом комплексе главного храма Вооруженных сил России собора Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот». Глава Якутии подчеркнул, что мать защитника Отечества – особый образ для народа России. В Якутске тоже есть памятник матери, прообразом которого стала наша соотечественница Феврония Николаевна Малгина из таежного села Баяга, проводившая на фронт 5 сыновей. Ни один из них так и не вернулся домой с полей Великой Отечественной войны. Подвиг матерей – величайший подвиг, символ несгибаемого духа нашего народа, сказал Айсан Николаев во время церемонии. 3000 кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 10 миллиардов рублей выдали в России в этом году. С начала реализации программы поступило свыше 473 тысяч заявок, из которых выдано более 100 тысяч кредитов. Жители сельских территорий и агломераций за первое полугодие суммарно смогли построить и приобрести 216 тысяч квадратных метров нового жилья. Объем господдержки по данному направлению составляет 18,5 миллиардов рублей. Кроме того, программа «Сельская ипотека» стала бессрочной. Теперь срок действия этой программы не будет ограничен, а ставка останется прежней – не выше 3%. Также многодетные семьи смогут направить на погашение ипотеки единовременную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующих детей. На единовременные компенсационные выплаты земским врачам и земским фельдшерам в этом году запланировано 247 миллионов рублей. Эти программы показывают хорошие результаты по привлечению и закреплению медицинских кадров в Якутии, в малых городах и на слегах, труднодоступных населенных пунктах арктических улусов, отметил глава республики Айсан Николаев. В этом году 147 медиков отправятся работать в села и малые города республики. Из них 54 врача и 9 фельдшеров поедут в арктические районы. Напомним, что с 2020 года в Якутии размер выплат медикам увеличился вдвое. Мы продолжаем знакомиться с интеллектуальной игрой Go. И Ну, давайте вернемся к тому, с чего начали. да, мы начали с Обсуждать вот одну из недавно сыгранных партий, и Партий, как да. бы понимать азы вообще игры на примере этого. Как мы уже говорили, здесь черные вбились очень сильно в эту часть доски. Вот. И если белые не хотят, чтобы здесь было слишком много территорий, они будут заниматься тем, что будут сюда вторгаться. Что и Вклиниваться, произошло, да? да, на самом деле. Вот. Это все реальное течение партии. Черные не хотят белых пускать здесь, поэтому они... Ну, представьте, что в вашем заборе дырка, и под нее подлезают собаки или там, я не знаю, хорьки, и портят ваш огород. Мгм. А мне вот интересно, почему одни вот, скажем так, камушки глянцевые, вторые более такие шершавой поверхности? Ну, вообще, Вот это, что-то даёт? честно говоря, не важно. Это просто какая-то традиция, и, честно говоря, мы никогда не обсуждали. Ага. Ну, То есть она Вот ничего не меняет? Нет, ничего не меняет. Мгм. Я видел зеленые, красные камни, желто-синие камни. Такое тоже бывает. И просто по традиции. А главное, чтобы они были разных цветов, но вообще они черные и белые. Мгм. Максим, давайте перейдем как раз-таки вот к соревнованиям, да, где они будут проходить, когда и как можно принять участие. напомню, что это Кубок главы республики, являющийся этапом Кубка России. Да, значит, здесь надо сказать следующее. Российская Федерация ГО, которую я представляю, на протяжении уже многих лет последних ведет активную деятельность по развитию игры по всей стране. Соответственно, мы в свое время приложили большие усилия к созданию здесь сообщества и к поддержке его. Оно возникло уже довольно давно, больше 10 лет назад. Вот. И сейчас уже на протяжении многих лет мы прикладываем специальные усилия, чтобы здесь создался центр развития. И результатом этой работы стало в общем и целом, помимо создания федерации, помимо создания сети клубов, которая работает на территории Якутска, проведение вот этого большого мероприятия, которое призвано стать привлекательным для всех жителей города,
Мы проводим не только спортивные соревнования, которое пройдет, в общем, в 2 этапа. Первый этап пройдет на теплоходе, куда приедут игроки со всей России. Соответственно, теплоход пойдет к Ленским столбам для того, чтобы посмотреть ваши дивные красоты. Вот. И вторая часть, когда мы вернемся, доигрывать уже будем в вашем шахматном клубе. Вот. И это все, с одной стороны, будет этапом Кубка России, а с другой стороны, одновременно это Кубок главы Республики Саха-Якутия. И все это мероприятие проходит при обширнейшей поддержке администрации главы Якутии, правительства республики и нашего генерального спонсора компании «Полиметалл», которая здесь у вас имеет предприятие и работает на благо всей страны и жителей Якутии в том числе. Они наши генеральные партнеры. Одновременно с этим будет проходить городской фестиваль в следующую субботу и воскресенье, ближайший, сегодня уже понедельник, ближайшую субботу и воскресенье всех жителей Якутска мы приглашаем на фестиваль «Игры Го», который пройдет в центре города. Мы всех будем обучать. Там будет огромная активности всякие разные, поэтому всех с удовольствием приглашаем. Ну, говоря про фестиваль в центре города, так понимаю, это будет такого открытого типа фестиваль? Да, да. И, скорее всего, На открытой площадке. Рядом будет, значит, ваш школьный базар. Пожалуйста, заходите. Заодно купите школьную форму. Максим, а вот интересно, много ли участников от Якутии заявлено? Насколько заинтересованы? Насколько у нас много поклонников этой игры? Значит, смотрите. Сообщество игроков возникло более 10 лет назад, как я уже сказал. И сначала это были просто игроки-энтузиасты, а сейчас они долгое время уже, продвигаясь в изучении игры, сами стали обучать других игроков, детей. У вас есть и школьники, и взрослые люди, которые играют. Соответственно, возникло сообщество игроков довольно обширное относительно размера города. Соответственно, в этих мероприятиях, которые мы готовим, там будет детский чемпионат, и, соответственно, там будут представлены детские команды, детская команда Якутска, ну и взрослые игроки также будут выступать. Я думаю, что суммарно в обоих мероприятиях будет, наверное, около 10 якутян играть. В основном это жители Якутска. Ну, вот говоря про популярность в Якутии, но я думаю, что если бы было не популярно, Кубок главы Якутии бы не проводился точно. Но вообще говоря про мировую популярность, понятно, что популярнее, чем в Китае, где популярным быть не может эта игра. Вот кроме Китая, где сегодня наиболее, наверное, популярна эта игра? Нам нужно договориться, что такое популярность. Это количество... Больше всего играет. Нет, больше, чем в Китае не может играть нигде, потому что их просто больше всех. Последние цифры, которые называли официальные представители Китайской Федерации, это 40 миллионов играющих людей одновременно. Да? Ну, в том смысле, что по всей стране 40 миллионов. Это какие-то умопомрачительные цифры, и нет оснований им не доверять, потому что, скорее всего, в 1,5-миллиардном Китае, наверное, наскребется жалких 40 миллионов, чтобы играть. Я думаю, что нужно сказать вот о чем. Существуют профессиональные лиги, являющиеся вершиной популярности. Да? То есть это такие группы игроков, которые на этом зарабатывают деньги точно так же, как футболисты или, не знаю, шахматисты в меньшей степени, наверное. Да? Профессиональная лига первая возникла в Японии в 1924 году, в 1924 году. Соответственно, Китайская лига уже возникла в 90-е годы. И всего таких лиг профессиональных в мире сейчас 4, и, может быть, даже 5, если будем считать европейскую. 4 лиги в Азии. Это Китай, Япония, Корея и Тайвань. Вот некоторое время назад была учреждена Европейская профессиональная лига. Не знаю, можно ли в полной мере считать так равной азиатским. По уровню игры, конечно, весь мир отстает сейчас от азиатских игроков, но это расстояние сейчас сокращается постепенно. Вот. Последнее, что, наверное, надо сказать, что
популярность, скорее всего, надо измерять относительно размера страны и количества людей, которые играют. Я думаю, что сейчас лидером в этом смысле является Корея. То есть соотношение играющих к населению выше всего сейчас там. Максим, спасибо большое, что пришли. Давайте еще вот в 2 словах все-таки, а чем партия вот эта закончилась? Вот сейчас кажется, что черные побеждают. Что черные сильно впереди. Но на самом деле после вот этого хода разразилась свирепейшая борьба. Черные, здесь видно, что черные хотят получить в этом месте, белые хотят здесь, здесь и здесь. Черные отняли у белых вот эту территорию, боролись вот там, а белые полностью уничтожили вот это. От этого ничего не осталось. Борьба была очень плотная, велась до самого последнего хода. И в этой партии белые победили пол-очка. То есть это минимально возможный разрыв. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Спасибо. Максим Подоляк, вице-президент Российской Федерации игры «Гол», был в нашей студии. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в фестивалях и чемпионате. Ну а спортсменам пожелаем удачи в соревнованиях, которые сегодня уже стартуют. А прямо сейчас мы узнаем, 22 августа, что же за день? Ну, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня замечательный праздник, во-первых, День флага Российской Федерации. Какие еще события можно всего отметить, узнаем прямо сейчас. На календаре 22 августа. Сегодня отмечают День государственного флага Российской Федерации. По народному календарю наступал День Матфея Змеесоса. На Руси с этим днем связывали жуткое поверье. Якобы в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко. Отсюда и прозвище святого. Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а хозяйки придерживались обычая – доить корову в одиночестве, чтобы лишний глаз не испортил буренку. С Матфея приближение осени становилось очевидным. Воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. В этот день англичанин Уильям Шеперд запатентовал жидкое мыло и дал ему название «улучшенное». До этого жидкое мыло уже изобрели, но оно было очень густым и не пользовалось спросом. Шеперд придумал изготавливать мыло из листьев пальмы и порошка из оленьего рога. Такой продукт стал очень популярен, и в итоге за 6 месяцев, в течение которых Уильям Шеперд продавал свое жидкое мыло, он заработал около 25 миллионов долларов. Свое вещание начала независимая радиостанция «Эхо Москвы», российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция. «Эхо» впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года в Москве под названием «Радио М». Триколор утвержден официальным символом России. Придумал красно-синий-белый флаг император Петр Великий, который в январе 1705 года издал указ, повелевавший поднимать его на российских торговых судах. Царь сам нарисовал его образец и определил порядок расположения горизонтальных полос. В этот день родились Михаил Ярошевский, советский психолог и историк отечественной науки, профессор. Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст. Александр Демьяненко, советский актер театра, кино и телевидения, народный артист РСФСР. Марат Башаров, актер и телеведущий. Равшана Куркова, актриса. Именины отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков. Хватит. А в нашей рубрике «Советы юриста» сегодня мы хотим вам рассказать такую очень важную информацию для семей с низким доходом, для которых есть возможность получить выплату для сбора ребенка в школу. Ведь буквально через неделю начинается новый учебный год. И помощь будет весьма кстати. Доброе утро, дорогие друзья! На дворе осень. А что такое осень? Это 1 сентября. И, конечно, самый насущный вопрос для всех родителей и школьников – это как же собраться к 1 сентября. В прошлом году были меры поддержки, это выплата в 10 тысяч рублей. В этом году пока ничего не известно. Депутаты вроде бы поддержали, но пока можно ознакомиться только с петицией родителей с просьбой эту выплату произвести в связи с повышением цен. Однако хочется напомнить, что, дорогие друзья, с мая месяца этого года введена новая выплата для родителей. Это детей от 8 до 16 лет.
у которых с низким доходом, да, то есть доход определяется именно уровнем достатка, выплата варьируется от 50 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от региона проживания семьи, да, и в большинстве случаев ее можно получить через госуслуги. Поэтому, если в связи с летними каникулами, занятостью вы еще не знали об этой выплате, зайдите на свой личный кабинет в госуслуги, ознакомьтесь, и, возможно, будет достаточно подать заявление, чтобы эту выплату получить. Итак, напоминаем, для детей от 8 до 16 лет в семьях с низким доходом, там варьируется именно выплата от 50 до 100% прожиточного минимума. Желаем вам хорошего 1 сентября, ну и, конечно, будьте внимательны о мерах социальной поддержки. Огородничество и садоводство – это большой труд, требующий специальных навыков и знаний. Люди, знающие секреты выращивания овощей и фруктов, поражают объемами своего урожая, но некоторые огородники смогли повергнуть в шок и размерами плодов. Рассмотрим фрукты и овощи, которые благодаря своему размеру вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Самая крупная капуста была выращена семьей из Америки. Весил плод 34 килограммов. Причем вырос овощ на Аляске, который не отличается благоприятными условиями для огородничества. Но умельцам по фамилии Эванс удалось вырастить отличный урожай. Их рекорд пока никто не сумел побить. Тыква сама по себе довольно тяжелый овощ, но рекордсменом стало то, что выращенная фермером из Бельгии. Ее масса составила 1200 килограммов. Чтобы транспортировать ее к месту фестиваля, пришлось даже задействовать автопогрузчик. Невозможно представить, чтобы одна картофелина могла весить даже 1 килограмм, а тут рекордсмен вырастил ее весом почти 5 килограммов, 4 килограмма 900 граммов. Репа массой в 16 килограммов была выращена в Китае. Ее длина составила 120 сантиметров. Фермер уверяет, что ничего особенного при выращивании не использовал. Выполнял все стандартные действия – полив, прополка, рыхление. Правда, поливал каждый день и обильно. В Англии фермер вырастил кабачок весом 54 килограммов. Длина овоща составила 67 сантиметров. Чтобы доставить его на фестиваль, огородник попросил помощи и у одного спортсмена. Морковка весом 10 килограммов, 200 граммов и длиной 50 сантиметров выращена в Америке. Огородник утверждает, что специальные добавки не применял. Вкус у овоща вполне обычный, ничем не отличается. Самая крупная луковица родилась в Англии. Ее вес составил 9 килограммов. На выращивание ушло 2 месяца. Опять же, никаких удобрений фермер не использовал. По крайней мере, он так говорит. В Америке вырастили самый большой арбуз в мире массой 150 килограммов. Такой ягоды точно хватит на всю семью. Фермер говорит, что никакого секрета нет. Просто забота, регулярный полив. Да еще и климат в штате Теннесси хорош для выращивания. Ананас весом 8 килограммов 27 граммов вырастила женщина из Австралии. Даже проводились исследования, которые показали, что никаких искусственных стимуляторов роста не использовалось. Лимон массой 5 килограммов 300 граммов вырастили в Израиле. Сам садовод отметил, что вкус фрукта был совсем другим. Лимон оказался сладким, что для него вовсе не характерно. Ну, вот из всего предложенного нам понравилось, Паша, только понравился ананас, да? Ананас большой, да, потому Просто, что, ну, просто не имеет смысла, да? лимон, как бы, я не знаю, из чего нужно пить чай, чтобы такой лимон туда добавлять. Запихнуть. Возможно, должна быть столовская вот эта кастрюля алюминиевая на 20 литров, тогда возможно. Но Ну, в целом, а для тех, кто, да, хочет Всё-таки. такой урожай, да. В начале каждой недели мы для вас специально рассказываем в нашей рубрике «Сад и огород». Делимся, точнее, различными советами, лайфхаками от наших опытных огородников и садоводов. и сегодня поговорим о том, как выращивать помидоры в тепличных условиях, ну, чтобы он не только хорошо рос, но и хорошо плодился. Друзья дорогие, у кого теплица находится немножко в тени, Да, лучше помидоры да. не высаживать совсем. да, ну или высаживать, если уж Да. такой возможности Наши нет. сорта лучше Потому что вот всё-таки- деревья, конечно, пилить довольно-таки Нет, да и я нельзя, не хочу их да. пилить, и нельзя. Поэтому и нельзя, да, поэтому сорт якут, Да, так и называется. это да, якут у сорт нас, да. Наш научно-исследовательский институт. Они, видимо, создали такой сорт, который как раз-таки может прекрасно себя чувствовать Да, но вы в знаете, нашем климате. Скажите, а как вы готовите почву для своих помидоров? Вот якут у вас в какой почве? Значит, Расскажите про почву. я, Вы значит, сдаете что? анализы какие-то? Да, я, конечно, я каждый год сдаю анализы. Значит,
перегной, значит, 1/3 часть. Значит, получается, значит, 6 частей земли и 1 часть песок. Так, записываем прям. Вот. Перемешиваю, и потому что для помидор жирная почва не подходит очень никак, хорошо. да, она будет буйствовать лист, а плоды давать он Да. не будет. В отношении полива. Поливать нужно 1 раз в неделю. Если уж сильно жарко, поливать только вечером. Только вечером. Иначе мы сожжем листья. Да. Ну и они сами тогда, для полива, значит, я вот, чтобы нам потом не возвращаться, никаких химикатов в свои выращивания всех растений, в том числе и помидоры, не использую. Только настой на отходы от хлебного кваса, гуманит, значит, ложу один раз, это как перед тем, когда я высаживаю помидоры. Это Гуманит, это гуманит калия, что ли? Да, ну вот он продается в магазинах у нас, он идет как удобрение. Я его, значит, на 10 литров всего, значит, 2 столовые ложки. Это на 100 литров получается баночку. Вот перед этим заливаю марганцовку, развожу с ним и заливаю землю перед посадкой. Перед посадкой. То есть тем самым вы делаете, что вы обеззараживаете, да? И обеззараживаю. Профилактируете какие-то... профилактику, значит, от всяких, значит, там... Заболеваний. Да. И она как... А гуманит, он еще и как удобрение, получается, идет. Он как поддержка. Вот То есть этого. там азотистых... Да, нет, да. подождите, гуманит это же калий, да? Калий, в основном? да. В основном калий. А азот это все-таки навоз, вот все, что с Да, навозом да. Ну я связано. говорю, вот уже перегной там уже... А навозом вы пользуетесь? Нет, я только уже готовый перегной. У меня с нашей девушкой заключен договор, она мне постоянно привозит его. Очень, значит, классический, очень идеальный у нее, она к этому относится. Вы сдаете анализы, вы сказали, вот на содержание в почве, ну, в общем, состав почвы. Каким должен быть состав почвы? Ну, понимаете, значит, чтобы он не был закисленным. Обязательно. Это самое... То есть значит, любое растение, культурное, Да. скажем, да, вот эти овощи наши. если, значит, корнеплоды, кислотность повышается, значит, все, значит, надо побольше тогда добавлять, значит, будет, значит, калийных. а вот, значит, Калий, фосфор. просто, нет, я говорю, что золу, с этого побольше, значит, добавлять нужно золу. Ну, тем временем сейчас самый сезон сбора ягод и грибов в лесу. И, наконец, пожароопасный сезон завершается. Гражданам разрешили выезды в лес. О том, как правильно собирать грибы и ягоды, расскажем далее. Сроки сбора малины, земляники, красной смородины, голубики начались еще в июле. Сейчас же в лесах поспела черная смородина. В южных районах Якутии их собирают с середины августа. А к концу августа, в начале сентября почти повсеместно поспевает брусника. Многие занимаются собирательством, но не все знают правила их сбора. В отношении сроков сбора ягод существует понятие ботанической и потребительской зрелости. Первое наступает, когда ягоды перестают расти, полезные вещества в ней достигли максимума. Такой урожай пригоден для долгого хранения и переработки. Вторая характеризуется достижением ягодами свойственных виду окраса, вкуса и аромата. Такие плоды годны для употребления в пищу сразу после сбора. При этом чересчур ранний сбор приводит к потере вкусовых качеств, слишком поздний грозит гниением плодов. Ягоды и грибы нельзя собирать вблизи автомобильных трасс, свалок, так как употребление в пищу такого урожая может грозить отравлением. Лучшее время для сбора ягод – утро сухого дня. Для транспортировки же собирайте ягоду сразу в ту тару, в которой повезете, так как перекладывание из одной емкости в другую провоцирует порчу урожая. Что касается грибов, то их опытные грибники не советуют выдергивать с корнем, чтобы не повредить грибницу, а лучше срезать. Собирать лучше в плетеную корзинку или пластиковое ведерко. Червивые грибы некоторые советуют вешать на сучки и веточки для лесных жителей. Конечно, и грибы, и ягоды можно купить на рынке, но никакая купленная ягода не сравнится по вкусу и аромату собранной своими руками в лесу. Сегодня в Якутске стартует новый образовательный проект, объединяющий все самые передовые из онлайн-журналистики и диджитал-технологий, медиашкола АЯР. Итогом обучения станет презентация собственных медиапроектов, над которыми участники будут работать в командах. Да, и сегодня перед стартом этого проекта мы поговорим с руководителем этой школы Антоном Васильевым и с приглашенным гостем-спикером проекта Максимом Корневым.
Максим, Здравствуйте. Антон, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, Антон, буквально вообще через пару часов проект стартует. Ну, что можно в двух словах о нем сказать? Ну, скажу самое главное, этот проект мы приурачиваем к столетию якутской автономии. Наша цель — это выпустить 100 молодых медиакадров для медиакомпаний нашей республики. Проект мы реализуем совместно НВК «Саха», «Саха-Медиа» и наш федеральный университет. Угу. Ну вот как пришла идея, да, и насколько вот сложно, несложно было реализовать этот Идея-то проект? пришла на самом деле давно. Еще в 2020 году мы организовали при НВК «Саха» творческое объединение «АЯР», вместе с которым выпускали на энтузиазме телепроекты. 1,5 года назад мы решили создать такой проект, написали грант. Мы этот проект создаем при поддержке гранта главы Республики Саха и в том числе при поддержке наших спонсоров. Собственно говоря, эти 1,5 года мы проект готовили. Конечно же, были различные трудности, которые мы, как я считаю, пересилили. И вот сегодня мы уже запускаем наш проект. Можно сказать, результат этого. Максим, ну вот вы как эксперт можете сказать вообще, насколько сегодня вообще востребованы подобного рода проекты, есть ли в них необходимость? Я считаю, очень востребовано. Во-первых, все, что связано с коммуникациями, это такой мета-навык. Мы все немножечко медиа, да, мы все ведем соцсети, мы все, если даже не хотим, становимся объектами каких-то медийных событий, нас фотографируют, снимают, мы пишем письма, мы пишем в соцсетях, и нам надо всем уметь коммуницировать с окружающими людьми. А если ты профессионально этим занимаешься, ты просто обязан делать это качественно и очень профессионально. Угу. Ну, в рамках медиашколы вы будете обучать, да, наших ребят по своему направлению. Расскажите, что вот хотите передать. Да, хочется передать, конечно, много, но вот насколько успеем. Однозначно, о чем нужно сегодня говорить, это о том, что медиа — это такой же продукт, как и любой другой продукт на рынке, и он действует и живет по рыночным правилам. То есть люди выбирают, и нужно помогать им сделать этот выбор правильно. И для этого нужно правильно упаковывать свой продукт, правильно коммуницировать с этими людьми, правильно понимать мотивацию этих людей и анализировать обратную связь от этих людей, да, что они хотят на самом деле. И вот об этом мы будем говорить в основном. В первую очередь, кому будет интересно, кого вы ждете? Я очень, конечно, жду и профессиональных медийщиков, но очень интересно пообщаться с людьми, которым просто интересно научиться грамотно и уверенно коммуницировать в соцмедиа. Антон, ну вот вопрос, насколько сложно участников найти для подобного проекта, потому что, ну, на самом деле раскрывать внутренний потенциал, особенно творческого человека, достаточно сложная такая история. Павел, ты абсолютно верно все это подчеркиваешь. Находить участников, я скажу, не сколько сложно, сколько сложно обрабатывать эти заявки. К нам поступило порядка 300 заявок, и весьма было, скажем так, затруднительно отобрать самых ярких и действительно из тех людей, которые готовы в течение 3 недель проекта каждый день вкладываться для того, чтобы не только обучиться, но и, опять же, сделать что-то полезное, выпустить определенные медиапродукты. Более 300 заявок. Сколько в итоге осталось? Или все принимают участие? Из 300 заявок мы отбираем 100 людей с наивысшим потенциалом для развития медиа по 5 направлениям. Это у нас дизайн, это видеография, работа в кадре, журналистика и продюсирование и маркетинг. Ну вот, к примеру, среди IT-специалистов, да, мы чаще видим людей, ну, согласитесь, малообщительных, да, но, тем не менее, очень продуктивных. Вот как вы считаете, как подтянуть таких людей к общению? Ну, в принципе, мы все немного айтишники теперь, да, даже настроить свой телефон — это уже иногда не самая простая задача. А некоторые не могут с ней справиться, поэтому есть люди, которые помогают. Поэтому я думаю, что эти навыки, они как две ноги. С одной стороны, мы должны быть все более технически грамотные, с другой стороны, все более гуманитарно грамотные, должны все лучше и все понятнее изъясняться с окружающими. Поэтому здесь, наверное, хорошо, если айтишники подтянут свои медийные компетенции, а медийщики подтянут айтишные компетенции. Я думаю, что это сейчас в современном мире две важных составляющих одного. Да, и все будут однозначно тогда на одном примерно уровне. Так что айтишников тоже можно научить общаться, и это абсолютно решаемая задача. Можно ли научить общительного IT-технологиям? Вопрос другой. Антон, вопрос такой, по каким направлениям будут идти программы вообще? И где вот может быть больше, да, в каком направлении? Собственно говоря, программа у нас будет состоять из 2 блоков. Такая теоретическая часть, которая заточена в любом случае под нашу практику, и практическая часть. Теоретическая часть, она состоит из 2
общих дней, где у нас участников будут обучать наши федеральные спикеры, в том числе Максим, который прилетел вчера, и в том числе еще 3 наших гостей, которых я встречаю буквально через час в нашем аэропорту. После эфира. Да, 5 дней. Затем у нас идут обучение по 5 направлениям. Это дизайн, это видео, это работа в кадре, это журналистика и продюсирование, маркетинг. И затем 2 недели они решают кейс-задания. Кейс-задания, которые составлены под составление рекламных концепций и медиапродуктов для, во-первых, наших социальных организаций, таких как фонд Харасхал, фонд Дети Саха Азия, Центр социального обслуживания. И второе направление кейс-заданий – это задания для наших спонсоров проекта. Спонсорами проекта у нас выступают Алмаз Аргиенбанк, строительная компания «Прогресс», венчурная компания «Якутия» и Центр развития ЖКХ. Так или иначе будет команда победителей. Вот что ждет победителей? Да, мы, конечно, понимаем то, что участникам нужна хорошая мотивация. Что может мотивировать лучше, чем хороший приз? 150 тысяч рублей призового фонда у нас будут распределены между 3 лучшими командами. 75 за первое, 50 за второе и 25 за 3 место. Здорово, Максим, да. Антон, спасибо большое за то, что пришли в эту студию. Желаем удачи, желаем успехов, желаем, так сказать, отклика хорошего от учащихся в этой программе. Спасибо. Классная возможность, да, для всех желающих. Да, ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы уже готовы рассказать о последних новостях. Северо-Восточный федеральный университет получил свыше 3700 заявок на обучение по программам среднего профессионального образования. Из них приняли 599 человек. В новом учебном году колледж инфраструктурных технологий предлагает 8 образовательных программ: медицинские и финансово-экономические институты, юридический факультет по одной. Также в университет приняты 126 студентов, которые будут обучаться на платной основе. Всего ряды обучающихся по программе СПО юридического факультета пополнили 141 человек. В этом году традиционно популярное направление информационные системы и программирование, специальность программист, куда подали обращение 641 человек. Важный критерий выбора букета для учителя на 1 сентября – не только его красота и стоимость, но и цветы, из которых он состоит. О том, какой букет выбрать, чтобы не навредить здоровью детей и учителей, рассказала врач-аллерголог Наталья Игнатова. Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы, подчеркнула врач. К самым безопасным цветам аллерголог отнесла орхидеи, в которых почти нет пыльцы. А вот маргаритки, лилии, каллы и хризантемы дарить аллергикам не следует. Также нужно избегать декоративных злаковых, которые нередко используются для оформления. Правительство России расширило программу обновления городского транспорта с применением механизма лизинга. Теперь регионы смогут приобретать со скидкой современные автобусы среднего класса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об автобусах среднего класса длиной от 7,5 до 10 метров и вместимостью до 70 человек. Благодаря субсидированию городские администрации смогут приобретать такие автобусы в лизинг со скидкой до 60% стоимости. Сейчас на таких же условиях закупаются трамваи, троллейбусы, а также автобусы большого и особо большого класса. Призовой фонд конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды увеличится в 2 раза в России. Он составит до 20 миллиардов рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин также предложил провести в текущем году еще один конкурс, по итогам которого будут определены 80 победителей. Допустить к участию города с численностью населения до 200 тысяч человек. Размер гранта будет увеличен в среднем на 30%. Главная цель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – поддержать эффективные решения в деле создания комфортной среды. К 390-летию основания города Якутска в столице республики откроют детский сад «Северная сказка», воркаут-площадки, теплые остановки, дворовые территории. Будут проведены культурно-развлекательные спортивные мероприятия, в том числе во всех округах и пригородах. Также с 8 по 11 сентября пройдет один из основных мероприятий – форум «Якутск 4.0.0».
В работе форума примут участие 50 федеральных экспертов, а в культурную программу юбилейных мероприятий вошли крестный ход, тематические выставки, презентации книг, церемонии возложения цветов к памятникам. Также пройдут конкурсы, ярмарки, фестивали, спортивные состязания. Праздничный день 11 сентября завершится красочным салютом. На этом все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Кристина. Да. Ну а на следующей неделе уже вот буквально последние дни остаются, прозвенят первые звонки для кого-то просто звоночек, что новый учебный год начинается. И, конечно же, один из главных вопросов, в чем отправить ребенка в школу. Да, школьную форму необходимо выбрать. И как раз для тех, кто еще этого не сделал, мы предлагаем несколько советов по выбору школьной формы для девочек. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами пообщаемся на тему школьной формы. Именно это очень важный момент всех родителей на сегодняшний день. То, о чем думает каждый. Как же хорошо и красиво, а главное, экономично собрать ребенка в школу. Я рекомендую сделать акцент в первую очередь на детали, потому что именно они важны, когда вы собираете своего ребенка. Не стоит ограничивать индивидуальность своего ребенка и постараться сделать так, чтобы ему было комфортно, даже в формальной школьной форме. Обратите внимание на колготки, заколки, аксессуары, всевозможные цветные галстуки, интересные детали и головные уборы. Именно они помогут оставаться вашему ребенку личностью, индивидуальностью и проявляться среди своих сверстников. Сегодня мы рассмотрим с вами варианты образов для девочек. Вы можете подобрать вот такой вот свободный оверсайз пиджак, достаточно простого кроя. Он отлично будет сочетаться как с юбками, так и с брюками. Ну а в данном случае я подобрала вот такие стильные бермуды. Именно в бермудах будут заметны и колготки, также будет легко перемещаться в осенний сезон. Можно будет носить с высокими сапогами или же дополнять кедами и кроссовками. Отлично подходит ко всему, можно подобрать совершенно любой цвет под низ. Когда собираете полноценные образы для ребенка в школу, стоит обратить внимание на стиль преппи, стиль американских студентов из 50-х. Всевозможные оверсайз-свитшоты в сочетании вот с такими вот классными юбками. Такая юбка отлично будет сочетаться и с белой рубашкой на выпуск, и заправленной вовнутрь. Также есть разные варианты верхов. Вы можете подобрать более классический, но в интересном принте. Или же, например, более простой, носибельный, из хлопка, но вот такой вот белого цвета. Такой верх отлично можно будет дополнить жилетом или же пиджаком. А данный верх может быть полноценным и являться акцентным элементом школьного образа. Когда вы подбираете одежду ребенку, не стесняйтесь обращаться даже во взрослый отдел и выбирать размер 2XS или XS. Он интересно смотрится, у него хорошие приглушенные оттенки, которые отлично подойдут для школы. В жилет вы сможете добавлять футболки, водолазки, белые рубашки, дополняя галстуком. Также такой цвет будет являться акцентом в образе. Футболку можно сочетать даже с пиджаком. Это отличный вариант для детей, которые любят более свободный стиль. Добавляйте к нему более классическую обувь, рюкзак или ранец, тогда это будет смотреться в рамках устава. Школьные детали могут быть совершенно разными. Именно в уставе этот момент не прописан, поэтому это возможность, как говорится, обойти систему и воспользоваться яркими аксессуарами. Например, вот такие оранжевые носочки и галстук не синего цвета. Также можно воспользоваться всевозможными нашивками, всевозможными значками. Также ребенок может сделать себе интересную прическу или выбрать интересный ранец. Именно на верхней одежде, как говорится, ваш ребенок может оторваться и делать все, что угодно, потому что в школе он в ней не ходит. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы именно верхняя одежда была яркой, интересной, максимально стильной и отражала индивидуальность вашего ребенка. Детская школьная форма очень важна, потому что именно она является первым настоящим гардеробом вашего ребенка. Это униформа, которая помогает формализовать и помогает хорошо учиться. Но не забывайте о индивидуальности своего ребенка и помогайте ему его подчеркнуть. Ну что ж, узнали, как одеть можно девочку в школу. Завтра в это же время узнаем, как одеть мальчика. Мальчика к школе. К школе, естественно. А на этом мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Отправляем вас в этот день побеждать и делать все ваши дела просто вот на 2 больших пальца. Да, желаю вам отличного, плодотворного, хорошего, веселого понедельника. И до встречи завтра на нашем канале. Хорошего дня вам.